Разговаривала на днях с двоюродным братом. Гордится неимоверно, нашел Чем? себе наконец-то работу на севере, как и его там соседи. И говорит, в деревне нет работы, все туда у них уезжают. Я не понимаю этого. Ну, слушай, ну на самом деле такой грустный повод для гордости, да. Я тоже не понимаю, как это население может быть работать. Там работы всегда непочатый край. Или разучились, или не хотят. В чем затык-то вообще? Ну вот именно. Мои городские знакомые, которые отсиживались в самоизоляцию в деревне, теперь задумались о том, чтобы оттуда не возвращаться. Увидели, что у нас, оказывается, государство помогает начинающим фермерам, дает до 3 миллионов рублей. Работай. Прикипели к земле, да? Ну какой-то получается парадокс. Деревенские оттуда, городские туда. Насколько вообще может быть выгодным и рентабельным труд на земле? Давай попробуем сегодня разобраться Давай, в может, и этом. сами поедем. Зарекаться, кстати, не надо. Насколько сегодня вообще интересно заниматься сельхозбизнесом? Заниматься бизнесом на селе, находиться в городе невозможно. Есть зерно – проблема, потому что куда его девать? Нет зерна – тоже проблема. Там вложен труд человека. Вот пандемия показала, что у нас чеснока нет. Можно заниматься нормальным бизнесом. Например, выращивать чеснок. Они смеются. Ну что, говорят, это несерьезно? И кредитов нам не давали. Но потом начали давать под 213% годовых. Фермер поставлен в положение умоляющего, а лучше всего умирающего животного. Городские жители, кажется, оценили преимущества жизни на селе в период самоизоляции из-за пандемии. Нет скученности, риск заразиться минимальный, всегда свежий воздух и деревенские экопродукты. Люди меньше стали покупать одежду и технику, но есть ведь не перестали. Можно даже подумать, что коронакризис открыл большие перспективы для фермерства и сельского хозяйства. Но сами труженики земли не спешат разделить восторженность. И тоже, как и работники других отраслей, подсчитывают убытки. Из-за падения рубля выросла стоимость сельхозтехники, топлива, удобрений и гербицидов. И несмотря на то, что из бюджета и республики, и страны выделяются ежегодно существенные деньги на субсидии и гранты для поддержки сельхозпроизводителя, трудностей без коронавируса достаточно. В сюжете подробности. В свои 72 года Альберт Мисигутов о молочном производстве, рынке сбыта и, главное, о его проблемах знает, кажется, все. Я ежедневно поставляю где-то тонну 900 ежедневно. А сколько возвращается? Нисколько. Здесь производят молоко, каймак, кефир. С недавних пор в хозяйстве начали осваивать и новую линейку сыров. Продает Альберт исключительно через небольшие магазинчики и собственные точки продаж. С сетями работал невыгодно. Поставлял сырье заводам и погорел. Я договор заключил с Давлекановым позапрошлом году. Отправлял молоко, отправил, раз они обанкротились. И 900 тысяч денег у меня повисло там. А 900 тысяч денег для моего хозяйства – это хорошая сумма. Это почти месячный оборот. Я работал с сетями, и со всеми у меня ничего не получалось. Почему? Потому что они требовали как можно ниже цену. И с ними тяжело работать. Они наложат продукцию, я сколько ездил, а нашу продукцию в кучу скинут. И покупатель приходит и нашу продукцию не видит. Этот ангар для коров Мисигутов построил 7 лет назад по программе 500 ферм. Сейчас ремонтируют. Все производство на ферме, в том числе доильные аппараты, на электричестве. А тариф у фермеров промышленный. Соседний дом, у них 2 рубля расценок, соседний дом, а у меня 5 с лишним. А попробуй не заплати, тут же приедут и обрежут. Такое было у меня, когда у меня с финансами было тяжело, приехали, обрезали мне, и коровы остались недойными. Когда поднимаешь вопрос, плати. Понимаете, вот фермер поставлен в положение умоляющего, а лучше всего умирающего животного. Сетует Мисигутов и на то, что сократили дотацию на солярку. Проблема в том, что фермерство – это сама проблема уже. Мастер-класс по проблемам и их решению в сельском хозяйстве даст и Радик Габидуллин, крупный фермер Иглинского района. В его хозяйстве почти полный цикл. Пастбище, лошади, цех по переработке мяса, разнообразная продукция и несколько собственных точек продаж. Недостает в этом звене только современного убойного цеха. И на его строительство у Габидуллина даже есть и финансы, и земля. Мешают формальности. Когда мы приняли, мы не покупили земельный участок, мы не знали, что вид разрешенного использования под личное подсобное хозяйство. А на личном подсобном хозяйстве, значит, не разрешается вести строительство.
Ну вот с этим стал вопрос. Но на уровне района мы не можем ее до конца разрулить. По этому участку, когда формировался участок в 2010 году, было здесь обременение Транснефть Урал. Вот. А в 2011 году, значит, это обременение снятое. Но в кадастровой палате это обременение... В документах так и осталось. В документах так и осталось, да. И из-за этого вот тоже еще стоит вопрос, что ее переводить. Выручка башкирских фермеров в прошлом году только по официальным данным составила 1 миллиард 200 миллионов рублей. Увеличить доход получилось за счет кооперации, объединения мелких производителей. Такая форма работы сегодня показывает наилучший результат. Движению вперед помогают и обучающие программы, и миллионные гранты Минсельхозреспублики. Кажется, условия для удобного старта есть, только выбирай сферу работы. Какие хозяйства чаще всего получают господдержку? Какая отрасль сельского хозяйства наиболее перспективна и рентабельна? Стоит ли горожанину начинать бизнес на селе и почему сами сельчане жалуются на безработицу? Эти и другие важнейшие вопросы мы сегодня с Алсу Сликаевой обсуждаем в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, давайте их представлю. Ильшат Файзрахманов, вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан. Юлай Ильясов, глава администрации Куюргазинского района. Ильгиз Хасянов, сельский кооператор из Кармаскалинского района. И известный общественный деятель, предприниматель Артур Идельбаев. Также он просил назвать его блогером. Называю блогером. Здравствуйте. Здравствуйте. Ильшат, сельское хозяйство – отрасль традиционная. Вроде бы все понятно. Когда сеять, когда собирать. Но в этом году случилась пандемия. Какие новые вызовы и какие дополнительные проблемы подкинул коронавирус? Пандемия показала, что мы, первый, самодостаточны. Второй, у нас есть потенциал кормить Россию, что это очень важно. А много было запросов с других регионов на нашу продукцию в этот момент? Постоянно были запросы, значит, это на продовольственное зерно, это на муку, это на сухое молоко. Поэтому, конечно, другим регионам, хоть это коммерческие отношения, мы помогали, отправляли, рекомендовали наши предприятия. Но мы правильно понимаем, что все-таки пандемия, коронавирус, не сильно сказались на динамике развития сельского хозяйства в республике? Это все-таки конкурентный рынок, да, вот большая проблема сегодня в нашем сельском хозяйстве, значит, среди наших фермеров, это не то чтобы отсутствие, да, а нехватка компетенции работать в рынке. Да, наша задача Минсельхоза – это создавать комфортные условия, чтобы бизнес, чтобы предпринимательство работало на селе, как небольшие предприятия, так и преемники колхозов средние предприятия, так и создаваемые крупные холдинги, чтобы всем было комфортно. Но самое главное, это надо заниматься себестоимостью. Если ты молоко доишь, производишь, да, и выводишь на рынок, значит, где-то по 25 рублей, у тебя себестоимость должна быть не выше 15. Если у тебя себестоимость 27, и ты продаешь ее по рынку по 25 рублей, минус 1,5-2-3 рубля иметь, тогда смысл какой заниматься? Поэтому очень важно. Ильшат, вот многие считают, что мало вырастить и произвести. Но главная проблема – это реализовать, продать. Насколько это оправдано, вот такое мнение? Производитель, тот, кто работает на земле, как растениевод, так и животновод, это отдельная компетенция, отдельная культура. Тот, кто перерабатывает, это другая отрасль. Тот, кто это как разные профессии? Это как разные профессии, разные компетенции. И, соответственно, вопрос, где маржа? Где больше остается, там или здесь? Да? Наша задача правительства все попытаться соединить в одно, значит, ядро. И вот у нас на сельском часе было обсуждение по первой в России агрокластер, где участниками являются как производители, переработчики и, соответственно, наш башкирский ритейл. Крупный ритейл, значит, и магазинчики у дома, да. Вот объединив вот это, мы можем на полку поставить продукт наш, башкирский, натуральный, экологически чистый. Это очень важно, да, там. Но он не дешевый.
в федеральных сетях продукты питания дешевле, чем наш башкирский. Потому что... Я прошу прощения, но вот мы неоднократно эту тему обсуждали, а у правительства у нас есть какие-то рычаги, ну, скажем, давления на федеральные торговые сети для того, чтобы защитить своего производителя? Не через давление, это неправильно. Не Хорошо, через ну, давление давайте на назовем бизнес. по-другому. Это разные вещи. Наша задача создать комфортные условия, более выгодные условия нашему республиканскому ритейлу, переработчикам и производителям. Например, вот заработала программа по кооперации с 2021 года, и в этом году вот мы опробовали. Тот, кто находится в кооперативе, то есть это мелкие, там, средние, и те, которые продают через кооператив продукт, федеральный бюджет будет платить субсидии на то, чтобы на 15-20% ниже была стоимость закупаемой продукции. То есть, условно, 15-20% федеральный бюджет дает скидку производителям. Так почему же сейчас наша продукция башкирская дороже, чем та продукция, которая у нас в сетях продается? Вы не договорили. Она натуральная. Она натуральная. То есть она по определению должна быть дороже, да? Она не может быть стоить дешевле. Мы когда покупаем продукты питания, да, когда спрашивают... Турбоаслинская курица стоит за килограмм, ну, примерно 150 рублей. Курица фермерская стоит за килограмм 250 рублей. Вот в чем у них разница? Она натуральная. Вот есть крупный бизнес, вот есть крупное предприятие, у них на откорме стоят, а у фермера на траве и на башкирской воде, да? Это разные вещи. Ну, то есть у каждой продукции есть свой покупатель, да? Но это труд человека. Вот это самое главное. Поймите, что там вложен труд человека. Когда мы покупаем фермерского гуся, фермерскую курицу, неважно, фермерское молоко, мы платим ведь не кому-то, мы платим человеку, который живет на селе. Это типа Поэтому как мы ручной считаем, труд, да? Есть механизированный труд, а есть ручной труд. Это Мы за ручной труд да, платим. ручной труд. Нельзя ценить, в кавычках, дешево труд наших сельчан. Спасибо. Это очень важно. Спасибо. Юлай, вот вы глава аграрного района, да? Вот с какими основными проблемами вы сталкиваетесь именно вот в сельхозпроизводстве, в сельском хозяйстве? Ну, основная проблема в том, что наши сельхозтоваропроизводители, они в основном старые свои закалки, и перейдя в современные рыночные условия, они, конечно, не научились перерабатывать и продавать. И я хочу сказать, что в настоящее время вот на юге республики, вы говорите о проблемах. Есть зерно? Проблема, потому что куда его девать? Нет зерна? Тоже проблема, потому что и на него цена, и... Я прошу прощения, я правильно услышал? И зерно некуда девать? Когда большой урожай, элеваторы в нашем кусте не справляются с объемами. Они все переполнены. И ищут наши сельхозпроизводители, куда это везти, где это хранить. И как они выходят из положения? Оренбургская область рядом, Челябинская область рядом. Или это просто гниет на корню, извиняюсь за выражение. А когда зерна мало, то, соответственно, тоже... Это уже другая проблема. Какой есть выход? Проблема в том, что нужно развивать переработку. Это уже и Ради Фарич эту задачу ставил. На селе нужно развивать переработку. Элементарно больше сети элеваторов, больше комбикормовых заводов. Сейчас вот в Стерлитамакском районе строится комплекс по глубокой переработке зерна. Я думаю, это будет выход вообще в целом для всей республики, потому что он будет потреблять серьезные объемы и того же фуражного зерна. И это будет выход для нас, для всех. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Интересно, честно говоря, знать, в чем заключается секрет долгосрочного успешного фермерства. У нас в республике есть немало таких примеров. Один из них – Дамир Идиатуллин из Чишминского района. Давайте посмотрим. Экскурсию по своим угодьям Дамир Идиатуллин начинает с главного экспоната – стада коров породы абердинов, тех самых, у которых мраморное мясо. Их разведением он занялся 15 лет назад и ни разу не пожалел. Делится экономикой. За год бычок набирает до 500 килограммов со средней рыночной ценой 300 рублей за килограмм. Это прекрасный скот. Они сами за собой ухаживают, ходят, целый день пасутся. Практически один пастух обслуживает их круглый год. Было время, я пробовал заниматься и молочным бизнесом, но проблема с доярками, проблема праздники, Новый год, 8 марта, день рождения, школа. В общем, вот эти праздники, они уже оскомину набили. Идиатуллина можно назвать ветераном фермерства в Башкирии. Начинал 30 лет назад, когда развалился родной колхоз. Несмотря на опыт работы на земле и экономическое образование, самостоятельность давалась тяжело. Сейчас молодым фермерам проще. Вот сейчас есть стартап, грант. Если ты
100 тысяч имеешь или там 10%, тебе дает 90%, 91%. У нас какой там стартап? О чем разговор? Не было такого. Первое время вот из-за этих нерешенных земельных вопросов и кредитов нам не давали. Но потом начали давать под 213% годовых мы брали кредиты. Кроме коров, в хозяйстве Идиатуллина еще и больше сотни голов лошадей. Некоторых он сдает другому фермеру, который занимается изготовлением кумыса. Выращивает пшеницу и травы на корм и на продажу. Недавно появился и цех по переработке мяса. И несколько точек продаж в Уфе. Диане 29 лет, и она буквально правая рука отца в хозяйстве. Отучилась в авиационном университете и буквально сбежала от офисной жизни с 9 до 6 в деревню, где работа от зари до зари. На каком-то вдохновении, что ли, наработаешь, и тебе это приносит удовольствие. Может быть, как раз-таки то, что тебе твоя работа приносит удовольствие, тебя восстанавливает. А когда вот я работала в городе, у меня этого ощущения не было. Я поэтому и вернулась. Артур, вопрос тебе. Ты живешь в городе, но ты деревенский. Это хорошее слово. Скажи, пожалуйста, вот насколько, как ты считаешь, насколько сегодня вообще интересно заниматься сельхозбизнесом? Если считать деньги. Бизнесом заниматься интересно. Но вот сельским хозяйством заниматься, в плохом выражении, да, заниматься, наверное, неинтересно. Я проблему данную, которую сейчас обозначил Юлай, вижу не в том, что урожайность, неурожайность, что мы в зоне рискованного земледелия живем. Мы же в зоне рискованного земледелия живем всю жизнь. Зачем там, где зерно дает урожай на 3-й год через 2, да, пытаться выращивать зерно, когда на этой же земле можно заниматься нормальным бизнесом? Каким, например? Например, выращивать чеснок. Чеснок? Чеснок? Да. Если килограмм зерна у нас стоит, и мы считаем, что это хорошая цена, 12 рублей, килограмм чеснока стоит оптовая цена 160 рублей. Есть разница? Я правильно понимаю, что мы говорим о том, что, в принципе, на любом участке земли, там, в любом районе, можно найти применение и какую-то коммерческую выгоду на земле, чтобы работать на земле. Ты об этом говоришь? Да. Значит, я привел чеснок для примера. Можно выращивать клубнику, как Грудинин, да, колхоз-миллионер под Москвой. Можно там шампиньоны Его выращивать. история не очень хорошо закончилась. Потому что он в политику пошел. Не идите в политику. Занимайтесь сельским хозяйством, да. А чеснок, вот я сам выращиваю уже 6-й год, выращиваю, продаю. Я все этапы знаю. Да. В настоящее время у нас есть чат. Рынок безмерный чеснока, на самом деле. Это не какая-то чесночная пирамида, нет? Только Башкирия потребляет на несколько сот миллионов чеснока. Вы в кооперацию себе возьмете чесночник? Совершенно верно. Мы изучили рынок чеснока. Он необъятен. На самом деле у нас в республике не хватает чеснока. То есть это правильный бизнес. 98% чеснока в России заводится с Китая. 98% чеснока в России заводится с Китая. Вот пандемия показала, что у нас чеснока нет. У нас есть чеснок. Вот у меня дома есть, да, я сам дома выращиваю, яровой, а зимой, да, там это есть. Но как бизнес не существует, его нету. Пример Шаранский район. Значит, Шаранский район уже 3 года как занимается клубникой. 104 гектара. 104 гектара в прошлом году принесла выручки им 220 миллионов рублей. Я когда спрашиваю у там лично подсобное хозяйство, там фермеры, там уже кооперация, я говорю, а почему вы раньше не занимались клубникой? Почему? Стыдно, говорит, было. Я говорю, в смысле стыдно? Мы, говорит, овес, говорит, и ячмень выращивали. Нас, говорит, научили выращивать пшеницу, озимую рожь, да, там, овес, ячмень для того, чтобы накормить лошадей, накормить скот. Вот мы плавно к этому и подошли в ходе обсуждения. Надо переступить через стереотипы, да, и заниматься именно тем, чем выгодно, да, и, в принципе, работы для всех хватит. Так, естественно, это вирусно. Теперь в Шаране 104 гектара. Они идут, уже хотят в планку 250 гектар клубники. Юлай Талхович, ну у вас-то возможно клубника-то? Я столкнулся, все то же самое. Я вот с Артуром давно общаюсь, и тему чеснока еще в прошлом году поднимал. Собрал всех своих сельхозников, говорю, чеснок давайте посеем. Они смеются. Ну что, говорят, это несерьезно? Несерьезно? Хлеб, пшеница, овес, там, ячмень, там, да, это мы сажаем. А чеснок, это детский сад, это вот мы только в огороде и все. Можно я вклинюсь? Да, вот смотрите, значит, надо было собирать... Юлай, не фермеров, надо было собирать ЛХПшников. Большой плюс у чеснока какой? Если
ЛХПшник, то есть личное подсобное хозяйство. Что такое ЛХПшник? Личное подсобное хозяйство. Личное подсобное хозяйство. Да, обычный крестьянский двор, да, он не может выращивать хлеб, ну, пшеницу, да, только фермер может. А чеснок можно выращивать в каждом дворе. С одного участка картофельного в 15 соток можно чеснока продать на 150 тысяч рублей. Кому вы будете его продавать? Объясняю дальше. Значит, как я это делаю? На самом деле это касается не только чеснока, это касается и, кстати, молока, и творога, и всего остального. Фермерская продукция в силу того, что, во-первых, многие продукты фермерские, они еще скоропортящиеся, они должны идти не через прилавок к потребителю, они должны идти от производителя напрямую потребителю. По заказу, по интернету. Да, и e-commerce это вам как бы в помощь получается. То есть продажа через интернет. Этот этап мы тоже прошли. Мы сделали сайт, специально очень красивый сайт. Через него продавали. Вся Уфа, весь уфимский Facebook кормился. Значит, вашим чесноком. Не только. Творог, молоко, котык, 20 наименований. Артур, ну вот мы же об этом уже говорили. Но ведь при этом фермерские продукты, они дороже, объективно дороже, чем те, которые продаются в торговых сетях. Оказывается, получается, что мы продавали, кстати, не фермерскую продукцию, мы продавали продукцию частного подворья. Принципиально покупал у бабушек, у дедушек, которые производили сами на частном подворье, и курут, и творог, и молоко, и все такое, да. Оно было дешевле. То есть оно доходило до потребителя по цене ниже, чем если бы он покупал бы фабричное молоко в магазине. То есть ты, в принципе, ответил на мой вопрос о том, что если ломать стереотипы и подойти творчески, даже можно так сказать, выравнивать логистику, то исключить посредников, да, то сельхозбизнесом можно рентабельно заниматься. Да. Да? Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Руслан, ну круто зажег Артур со своим чесночным проектом. Нетривиальная идея, аж самой захотелось вот его выращивать. Насчет чеснока прикольно, да. Я же представил, вот даже как на подоконнике в собственной квартире выращиваю этот чеснок, да, и на БСТ каждый... Я на БСТ ношу его периодически продавать. Подожди, Руслан, но ведь дело не в самом чесноке, не в самом чесноке, а в самой идее. По чесноку это яркий пример того, что если приложить там желание и какую-то идею, то можно на селе тоже зарабатывать, можно делать бизнес. Ну а почему этого не делают? Слушай, давай продолжим это обсуждать, и наверняка такие примеры еще есть. Наверняка. Давай. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». И сегодня мы говорим о сельском хозяйстве и развитии фермерства. В Башкортостане вот уже 3-й год действует 5 программ грантовой поддержки начинающих фермеров, семейных ферм и развития кооперативов. Каково быть на самом деле начинающим фермером? Давайте посмотрим сюжет. Информация, на какую поддержку государства может рассчитывать фермер, на сайте Министерства сельского хозяйства Башкортостана расположена первой строкой. 7 программ, все расписано детально. Требования к соискателям не просто знать, как вырастить, но и как продать. Механизм существует. Это удочка, как в известном анекдоте. Мы дали вам не рыбу каждый день, а удочку. Но ловить-то все равно вы должны. И место выбираете, и рыбку подкармливаете. И поймаете, сырую кушать не будете, надо уметь готовить. Поэтому наличие удочки не обязывает удочкодателя еще стоять рядом с вами и ловить ее, а потом из-за вас жарить ее. Правда? Благодаря бюджетному гранту Олег Дмитриев и еще 10 фермеров в его кооперации теперь могут каждый день привозить в Уфу 1000 килограмм свежей клубники. По программе господдержки купили вот этот рефрижератор и готовятся приобрести еще холодильное оборудование, чтобы сохранять ягоду несколько дней. Поставили теплицы и планируют круглый год радовать ягодой. Наши планы, например, та же самая теплица, которую мы в первый год вложили, свои, скажем так, денег, 500 тысяч. Та же самая теплица и в зимний период, когда, опять же, клубника востребована, наша не зарубежная, в зимний период мы бы эту клубнику не увидели. То есть благодаря дополнительным, скажем так, господдержке, мы, соответственно, вот это все мы получаем сейчас. Глядя на соседа, шаранец Александр Антонов тоже решил заняться ягодами, выращивать в больших объемах ежевику, малину и жимолость. Составил бизнес-план и решил уволиться с руководящей должности в нефтяной компании. Идея Антонова в качестве стартапа понравилась экспертам в Министерстве сельского хозяйства республики, и он выиграл в этом году грант в 2 миллиона рублей на покупку техники. Я выращивал и ягоду, я представление имею, как это
что тут главное не лениться. Главное желание и не лениться. Тут по бизнес-плану, если не ошибаюсь, там около 5 миллионов в год с 5 гектар, это как бы реально. А это Ишимбайский район, верховье реки Тор. Фаниз Зубаиров намерен здесь создать полноценное рыбное хозяйство. Опыта в этом деле у Зубаирова 20 лет работы на башкирских рыбхозах. Теперь чувствует силы идти самостоятельно. По программе стартапа он выиграл 3 миллиона рублей и вложил свои 600 тысяч. Деньги в первую очередь нужны на гидротехническое оборудование прудов, технику и мальков для разведения. Планы серьезные. Раньше рыбы было очень много. На сегодняшний день, по моим данным, на одного жителя республики приходится 400 грамм рыбы. Нужна своя местная рыба, и цена карпа, она должна быть, максимум 180 рублей за килограмм. Никак не 240-260, как сейчас есть в некоторых супермаркетах. Что должен подготовить и сделать там конкретный крестьянин, селянин, фермер, чтобы претендовать и получить субсидию, грант от Минсельхоза? Знаете же, мы не гранта ради гранта живем, да, там в прошлом году где-то 1 150 000 было направлено, на гранты, на то, чтобы семейные фермы, кооперативы. В этом году чуть поменьше. Но соискателей много? Вот в этом году у нас было около 500 кандидатов, выиграло 68. Угу. Да? Сейчас 260 Они должны представить какой-то бизнес-план, проект, защитить его, да? Да. Первое, они в районах готовятся, у кого есть идеи, они оформляют бизнес-план, они могут оформить через Центр сельхозконсультирования, сами могут это сделать, как хотят, пришли с планом, и они потом через конкурс получают баллы. Из баллов 50% зависит от формальности. Есть земля, условно, 2 балла, нет земли, 0 баллов. Есть образование, 2 балла, нет образования, 1 балл. Специализированное образование. Да, 50% баллов идет формально. Следующие 50% баллов формируются от конкурса, кто поставит на конкурс какой балл. Из этих 50% только половина сотрудники Минсельхоза. Половина – это независимые, это представители банков, страховых компаний, союзов и так далее. То есть мы, как Минсельхоз, напрямую влияем только на 25% баллов. Решение принимается комиссионно, да? Решение принимается комиссионно и идет онлайн формате через наш YouTube-канал. Кроме того, у нас участвуют силовые структуры внутри этого конкурса. В прошлом году, в последний день конкурса, в последний час, у нас все первичные документы были изъяты, соответственно, в ручном режиме сидели, проверяли, То есть вы насколько хотите правильно сказать, что сделали приплатить кому-то одному и получить грант невозможно? Да. Делается все для этого. Но это честно. Я не просто так начал об этом говорить. Вот пока мы готовим этот выпуск, новая для нас тема сельское хозяйство, не буду скрывать, мы очень часто сталкиваемся с такими мнениями экспертными и крестьян самих в районах. Они жалуются, не то чтобы жалуются, они сетуют на некую инертность, что ли, да, на отсутствие какой-то инициативы, какой-то предпринимательской жилки, что все по накатанной идет. Вот есть такое? И, конечно, есть. Это я бы сказал, это самая наша следующий большая вопрос сразу, проблема. что с этим делать? Что с этим делом? Это надо заниматься самообразованием, надо постоянно общение, быть с фермером, должны быть идеи, да. Хорошо, у нас мы запустили проект «Лидера АПК». Это какая-то обучающая программа? Это не то, что обучающая. Да, это такой университет для тех, кто Еще раз, стандартное аграрное образование не подходит для сельского предпринимателя. И вообще в целом предприниматель – это другой человек. Не могут быть все предприниматели. Это предпринимательская жилка. Да, ты этим живешь. Ты должен, я не знаю, каким образом, я не предприниматель. Как вот Ильгиз сказал, образ жизни. Конечно, это сельский образ жизни. Но предприниматель берет на себя риски. Он берет на себя ответственность. Конечно, будет проще работать на кого-то. У тебя нет ответственности как таковой. Ты пришел, ушел с работы. А предприниматель живет этим. Это его инициатива, это его риски. Но он может получить прибыль, а он может получить убыток. Может проиграть. Конечно. Понятно. Юлай, есть такая проблема? Есть такая проблема. Мы сейчас посевную провели, комиссионно выезжали на поля. Где-то хорошо, замечательно, с применением научного подхода, современных агротехнологий и удобрения
прямо вот и кадровый состав у них, Тимирязевская сельхозакадемия, и другие совершенно как бы не заинтересованы в получении каких-то космических результатов, лишь бы отсеяться, лишь бы как-то вот... А мы сейчас говорим о какой форме собственности? КФХ или что? Ну, это СПК в основном, сельские производственные кооперативы. И мы по результатам посевной сейчас вот на базе передового хозяйства нашего НПО «Мелиус», где внедрены все методические, научные передовые технологии, делаем семинар. Ну, грубо говоря, силком всех наших товарищей собираем и говорим, вот так надо делать. В добровольно-принудительном порядке. Да, все равно обучение проводите. Я правильно понимаю? Показываем, как нужно работать. Потому что, ну, честно говоря, вот космос, уровень осуществления работ на Земле. Даже в пределах одного района? Да, в одном районе совершенно разные подходы. Спасибо. Мы сегодня много говорим о сельскохозяйственных кооперациях, как они складываются, с какими проблемами сталкиваются, что им помогает. Посмотрим сюжет. У Венеры Аминева, который владеет цехом по переработке мяса, где готовят и замораживают традиционные полуфабрикаты, идея кооперации с другими фермерами Кармаскалинского района, как говорится, выстрелила в период самоизоляции. Люди стали активнее покупать через интернет, а Аминев стал объединять производителей, чтобы вместе продавать фермерскую продукцию через сайт. Доставка прямо до квартиры свежайшей деревенской еды. Так работать интереснее. Намного интереснее, конечно, потому что мы являемся производитель, потребитель. Мы свою продукцию уже непосредственно до потребителей доводим сами. Конечно же, и существуют определенные трудности в данной работе, потому что это движение, скажем так, для кооператоров это движение новое, но оно очень перспективное, и я думаю, большинство кооператоров они поймут прелесть данной деятельности и объединятся. Альберт Месиготов, фермер из Иглинского района, напротив, отказался от кооперации с недавних пор. Сказался негативный опыт. Кооператив вот создали, они сейчас брали у меня продукцию, сейчас они задолжали мне деньги за продукцию, реализовывать не могут. Вот сейчас я на них в кооператив подаю в суд, потому что уже больше года они мне деньги не могут вернуть. Потому что это не кооператив, это создали какую-то перекупочную компанию. Новый вид кооперации испытывает сегодня Радмир Галеев, директор АПК Столыпина, которому, кстати, недавно заглядывал в хозяйство глава республики Ради Хабиров и угостился вареньем из ягод местного производства. Почему на рынке нет варенья земляничного? Потому что нет сырья. Земляничное варенье можно сварить только из свежего продукта. Из заморозки оно просто не получается. Такого опыта в Башкирии еще не было. Радмир сдает в наем свои, уже готовые, плодоносящие угодья местным жителям, а потом покупает у них выращенный продукт. Мы как работаем как агропарк, мы отсадились, взяли на себя полностью все затраты финансовые по обеспечению полива, техническое оснащение, агротехники, агрономии. Задача работников только на ней работает, но они не как работники будут получать, они работают как кооператив. То есть мы у них ягоду выкупаем. По факту сами свою ягоду мы выкупаем. Задача на нас лежит. Это обеспечение технического, чтобы большой урожай был, соответственно, закупка удобрений, полив, все дела. И, естественно, реализация. Холодильники и так далее. За сбор рабочим дают, примерно по Башкирии 20-30 рублей. Мы у них выкупаем за 100 рублей сейчас. Ильгиз, вот вы сельхозкооператор. Да? Для меня вот это новое слово. Что оно означает? В чем смысл? Ну вот начнем с вашего вопроса. Выгодно ли жить на селе? Да. Выгодно ли заниматься сельским хозяйством? Не просто жить. Допустим, если ты живешь за городом, но работаешь где-то каким-то бизнесом, в городе занимаешься, наверное, выгодно. Нет. Заниматься бизнесом на селе. Заниматься бизнесом на селе и находиться в городе невозможно. Просто селянин – это образ жизни. Поверьте. Можно быть кооператором, как я, находиться в городе, кооперировать селян. Это отдельный бизнес. Вот здесь, наверное, вы найдете себе место. Вот смотрите. Экономика нашего АПК состоит из 3 составляющих. Надо грамотно вырастить, качественно переработать и выгодно продать. Понятно. Почему селяне порой жалуются? Кажется, все просто. Да, не получается. Не получается. Да, у нас можно вырастить классный, качественный продукт. Вырастить. Значит, если фермер один не участвует в цепочке переработки и продажи, у него сразу начинается проблема. Во-первых, изначально, в связи с нашим географическим положением, с нашей погодой, у нас изначально по себестоимости получается дорогое сырье. Дальше второй цикл – переработка.
Строится переработка, цех, завод там на свои ли деньги, на грантовые деньги. В лучшем случае надо еще найти какие-то средства, да, денежные для того, чтобы это построить. я говорю, реальные случаи, которые у нас. Вот. Если идея появляется, как говорится, нулевая, вроде бы изучили рынок, провели исследования, да, классно, рынок, значит, продукт востребованный, но при этом надо угадать цену реализации, надо понять, сколько ты можешь продать. Опять-таки здесь возникает проблема. Какая? Конкуренция, значит, у нас почему, опять-таки, продукт дорогой в переработке? У нас нет таких высокоинтенсивных, высокотехнологических производств в массовой среде. Фермер может уметь классно выращивать, переработчик классно перерабатывать, торговец классно торговать и при этом не иметь успеха. Каким образом надо идти к успеху? Эта система называется кластером. Вот эти 3 звена должны работать вместе. Тут спорили с Русланом Михайловичем о том, что почему люди вообще уезжают из села. Ну, опять все дело в менталитете, в традициях, в стереотипах, которые пока сломятся, вот как Моисей водил 80 лет свой народ по пустыне. 40, то, что пока поколение не поменяется, да, вот со своим менталитетом не придет, которые не начнут выращивать чеснок, клубнику или там разводить скотину для этого, которые начнут работать на своей земле. Так и будет. А люди, привыкшие работать как-то вот по найму и мысли какими-то прошлыми категориями, им просто уехать на север, подзаработать маленько, вернуться. Для них это примитивно. Ильшат, у вас есть короткий ответ на этот вопрос? Как удержать людей на селе? Или городских приглашать? Первое, не престижно. В голове написано, что вот я что, должен с этой коровой сидеть, я что, должен навоз убирать, почему он пахнет, да, там, почему я должен... Да, это если так. он вырос там в селе, почему у него вообще такие могут быть Так вот в голове он все вопросы? видел, что у него прошу прощения, в грязных фермах они работали, конечно, там доярка с ведрами бегала. Хорошо, пример Красной Башкирии. Могу назвать Красной Башкирии, Абзелиловский район. Первая в России тентованная и полностью роботизированная ферма. Без участия людей. Ни доярок, ни скотников, нет никого. Есть коровы. Частная? Естественно, частная. Есть коровы, есть роботы, и есть 2 айтишника за техник, у которых зарплата за 50 и выше. Есть примеры? Есть конечно, примеры. конечно. Вот это становится престижным. Я для себя понял. Я хотел это узнать, я у вас спросил, и я для себя понял, что при желании бизнес на селе может быть не только рентабельным, но еще и интересным. Доходным. На самом деле, ну пусть просто доходным. На самом деле, уважаемые гости, тема сельского хозяйства, сельского бизнеса, она необъятна. И, конечно, в рамки одной программы ее не вместить. Поэтому вам большое спасибо за такой конструктивный, предметный, конкретный и честный разговор. Спасибо, что пришли. Мы еще про лошадей не поговорили. Спасибо. И про мед тоже, да? Агротуризм. Руслан, получается, с точки зрения рыночной экономики, с теории рыночной экономики, вот все наше фермерство российское, оно нелогичное. Государство дает деньги на стартап, да, вот занимайся, работай, производи, а не получается так Слушай, иногда. ключевое слово – это теория. Да? Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вообще вот государственная поддержка сельхозпроизводителя – это нормальная общемировая практика. Все страны так делают. Но насколько я вот понял наши российские башкирские реалии, мало человеку дать удочку, надо еще научить его ловить рыбу и потом еще научить ее продавать. Да, получается, что нянчиться нужно, как в детском саду, что вот самостоятельными разучились Слушай, быть. давай уж утрировать-то не будем, прям уж не детский сад, но, конечно, надо многому научиться. Но я вижу, я уверен, что мы идем по правильной борозде со своей сахой и плугом, да, и мы в итоге сформируем нормальную фермерскую культуру. Вот твои слова бы да богу в уши. Все будет хорошо. Трудодни и хлебосдача – наша главная задача. Хочешь быть передовым – сей квадратно-гнездовым. Колхозы еще живы в народной памяти, но мы от них далеко ушли. И от парадных лозунгов тоже. Но до сияющих высот фермерства еще не дошли. Но идем уверенно по этому непростому пути, и все необходимое у нас с собой для этого есть. Земля, ресурсы, а главное – работящие грамотные люди и желание добиться успеха. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.